Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем спешат предупредить вас духи рода, какую важную информацию хотят вам сообщить прямо здесь и прямо сейчас. Загадайте на себя, пусть нужная и важная информация вас обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какой-то шанс, какая-то возможность. Вы уже очень близко к этому моменту. Момент, который может изменить вашу дальнейшую жизнь и судьбу. Приблизились максимально близко, но осталось еще как пару метров, пару шагов, пару дней, пару часов. Возможность. Вы, главное, не должны испугаться и не должны в себе сомневаться. Тут смотрите, либо что-то перед вами откроется, то ли вам что-то начнут предлагать, то ли вы попадете в какое-то такое место, да, окажетесь в таких вот условиях, в такой ситуации, где нужно быть сильным, смелым, уверенным в себе и ни от чего не отказываться. Вы можете отказаться. Вы можете. У вас сейчас голова какими-то проблемами занята. Вы о каких-то проблемах много думаете. Может, думаете о каком-то другом человеке, о его проблемах. Но о себе вы не думаете, о своих перспективах вы не думаете. А родные души говорят: вот ты так долго к этому шла, мы так долго просили для тебя эти возможности. И вот сейчас ты уже практически рядом. Смотри, не откажись, вот не подведи нас, да, не откажись от этого. Не откажись. Это как какая-то новая одежда, какой-то новый образ, да, преобразиться, принарядиться, выйти за рамки, получить то, что раньше никогда не было доступно. Либо, в принципе, даже вы о таком не думали. Слушайте, ну какое-то удивительное событие, либо удивительное предложение, и до него уже совсем чуть-чуть. Да? Вот как я говорила, пару метров, пару шагов, пару дней, пару часов почему-то еще идет у кого-то. Пару часов. Просят вас вот соглашаться, либо согласиться, сказать «да». И это очень важно. Важно для вашей жизни и вашей судьбы. Вот вы к этому приближаетесь. Если вы согласитесь, вы в моменте сразу преобразитесь. Как в новой красивой одежде окажетесь. Либо новые условия, новые возможности. Что-то, что в принципе было вам недоступно. Вот такого формата. Либо предложение, либо решение, что-то вот идет. Не думай о проблемах, сконцентрируйся на будущем, на возможностях. Вот как-то так говорят. Проблемы проблемами, а возможности нельзя упустить. И еще вот информация, что они очень долго просили Создателя, чтобы вам открылось. Вот как вы достойный человек, да, вы заслужили это все для себя. Да, вот ваш род просил за вас, у Создателя просил. Но смотрите, не откажитесь, они в вас верят, они очень на вас надеются. Еще вот вы единственная в своем роду, кто, ну, как говорят, в люди выбился, да, выбиться в люди. Вы изменили сценарий, по которому другие жили. А вы пошли по другому сценарию, вернее, вы сами себе сценарий пишете. Нельзя сказать, что жизнь у вас легкая, либо суперудачная, но вы живете свою жизнь, а не проигрываете кармические сценарии. Вот в этом отличие. В какой-то момент вы уже не побоялись и что-то для себя выбрали. Ну вот кто-то выбрал развестись, кто-то выбрал переехать в другую страну, в другой город, кто-то выбрал учиться не так, как родители сказали, а так, как вам хотелось, да, вот такую профессию освоить. Это уже один раз вы уже это сделали, и вы вышли из этого сценария. И на вас очень много надежд у вашего рода. Вот как говорят, ты выбьешься в люди, либо ты там род наш прославишь, да, вот наше имя будет звучать. Вот мы тобой гордиться будем, да, а тебя там уже как бы другие сценарии пойдут.
Вот непростой вы человек для своего рода, непростой. А еще я вижу, что у вас род отца какой-то силой обладал. Сила физическая, сила духовная, может быть, способности какие-то были незаурядные, выносливость, опять же таки, может быть. Вот. Что-то вам передалось, причем в большом объеме, в больших количествах. Больше всего именно вы забрали из рода отца. Кстати, вы, скорее всего, наверное, и похожи на кого-то из рода отца. Прям есть сходство. И сходство очень такое прям, бросается в глаза, да. То есть вы как будто бы из того рода, да, больше. Хотя по материнской линии тоже передалось. По материнской линии передалось умение любить, заботиться, умение собой жертвовать. И вы знаете, это богоугодное умение, да, богоугодные способности. Потому что Бог и есть любовь, да. Вот, а вы любить умеете, по-настоящему умеете любить. Так, еще показывают ваших обидчиков. Есть люди, которые вас обидели. И обидели достаточно ощутимо. Вы об этом думаете, вам это болит, вам это неприятно. И вам говорят, что буквально, да, ваши родные души говорят о том, что забудь. Они обязательно найдут свое наказание, свою кару они получат. Вам не стоит туда смотреть, потому что вы на это много энергии тратите. У вас отток идет, энергетический отток. Возможно, они вас специально обидели, чтобы вы о них думали, да, и чтобы энергия ваша к ним утекала. То есть вот подумайте, да, откуда это все пошло, по какой причине это все пошло. Чем больше вы обижаетесь, что происходит с вашими врагами, либо с вашими этими обидчиками. Как по мне, так они лучше стали выглядеть, лучше стали жить, у них удачи стало больше прибавляться. То есть, когда вы о них думаете, вы просто свою энергию им передаете, свою удачу им передаете, свои возможности им передаете. Вам не нужно на них смотреть, вам не нужно о них думать, и уж тем более пытаться наказать. Потому что тут, скорее всего, да, энергетическое подключение показано, и вас просто просят, слезно просят не думать, забыть, и будьте уверены, что они будут наказаны. Вот то, что они сейчас процветают, это все благодаря тому, что вы на них в обиде. Возможно, там люди непростые, возможно, кто-то научил, возможно, у них нет к вам претензий, но кто-то научил, говорят, найдите вот успешного человека, навредите, и этот человек потом в обиде будет вам всю свою удачу передавать. Да? Вот кто-то мог научить, да? Кто-то плохой мог научить. Потому что нормальный человек никогда не будет этому учить, а плохие люди запросто могут научить. Вот. Поэтому чем больше вы думаете о своих недоброжелателях, тем больше вы им передаете своих ресурсов. И нужно как можно быстрее прекратить это делать. Это сложно сделать, да? Памяти, сознанию не прикажешь. Но вы можете себя на что-то переключать, отвлекать и прям стараться себе запрещать, да, вот это все делать. Иначе вы просто вскармливаете своих недоброжелателей, они и дальше будут приходить за кормом, да, приходить за вашей энергией, за вашим ресурсом. Вот. А как только вы научитесь на них не реагировать, быть равнодушным, абсолютно равнодушным, то и дела у них ухудшатся, и канал этот прервется, и еще и по голове получат, да, кару свою обретут. Но наказаны не точно будут, еще при жизни будут наказаны. Вот, поэтому не надо. Видите, какой канал очень сильный, прям как труба настоящая, к вам подключена. Они едят из этой трубы, они этим пользуются. Постарайтесь, это в ваших интересах. Постарайтесь. Дальше, мои хорошие, вот с мужчиной тут у кого-то проблемы. Если вы женщина, то с мужчиной, если вы мужчина, то с женщиной. Что-то между вами тут такое страшное происходит. Тут прям такие события, обиды, ссоры, недопонимания, как кризис какой-то. Как кризисные такие отношения, либо отношения вошли в кризисную фазу, да.
очень похоже, что мужчина под воздействием, ну, либо женщина под воздействием. На вас не так-то легко воздействие возложить, потому что у вас родовая защита, потому что у вас собственная защита, и потому что вы светлый человек, да, на вас вот прям не ложится, не прилипает к вам. А вот на близкого человека запросто. Запросто, особенно если человек слаб характером, слаб моралью, слаб верой тоже может быть. Да, возможно, воздействие было на вашего партнера. И из-за этого отношения вошли в кризис. Но показано, что кризис вы точно переживете. И показано, что тот, кто виноват, сам в своей вине признается. Вот кто наводил, да, наводил на вашего партнера. Тут либо осознанно признается, либо несознательно признается, знаете, как проболтается, но вы точно узнаете. А кризис вы точно переступите и дальше пойдете. Вы друг другу нужны. Вот показано не про любовь, а про то, что вы друг другу нужны. Вы, несмотря на то, что вы разные, да, и характеры у вас разные, и не всегда у вас взаимопонимание, но тем не менее вы друг другу нужны. В чем эта нужность, я не могу сказать, потому что это все-таки общая отсыпка, но вы друг другу нужны. То есть если вы сейчас прям категорически скажете: нет, все, до свидания, вы все равно расстаться не сможете, потому что вы повязаны, вы в одной связке находитесь. А если даже и получится хоть на какое-то время расстаться, то плохо будет и вам, и вашему партнеру. Кризис вы точно переживете, переступите и дальше пойдете. А тот, кто виноват в этом кризисе, он либо она сама признается. Человек так и скажет: вот то-то, то-то. Либо случайно кому-то по секрету скажет, да? А человек уже дальше проболтается. То есть пытались рассорить, развести, но то, что свели высшие силы, человек не может разрушить. Ну, категорически не может разрушить. Во-первых, этого нельзя делать. Во-вторых, между вами связь. Очень сильная связь. Ее нельзя ни разрезать, ни разорвать, ни разгрызть. Это невозможно. Просто невозможно. Кризис вы переживете. Если вы там на грани развода, либо вы разругались, не общаетесь, это все кризис. И вы его переживете и дальше по жизни вместе пойдете. Вы друг другу нужны. Вот ключевое — нужны. Не про любовь, не про что-то другое. Здесь конкретно показано, что вы друг другу нужны. Дальше. Какой-то страх поселился в вашем сердце. Страх. Долго проникал этот страх в ваше сердце, потому что человек вы отчаянный, смелый, я это вижу. И у вас какие-то страхи необычные. То есть обычно люди чего боятся? Болезни, смерти, бедности. А вы нет. Вы боитесь за других людей. За себя вы вообще не боитесь. Вы в себя верите. Вы знаете, что вы все можете, что вы и падали, и вставали, и много там всякого в жизни было. И другой бы человек уже где-нибудь бы в канаве лежал, а вы нет. Вы живете, процветаете. Страхи у вас, да, нетипичные. За кого-то боитесь. Страх этот нужно искоренять. Этот страх, он, смотрите, как показано. Что вообще такое страх? Да? Страх — это то, что, возможно, произойдет в будущем. Да? В настоящем времени страха нет. Это страх за будущее, за то, что еще не случилось. И вот эта программа страха, она вас действительно начинает как будто бы парализовать. То есть сначала парализуется там нога, потом вторая нога, потом рука, да, вторая рука, потом и тело парализует. Вот. Ваши родные души знают, что вы очень сильный и умный человек, что вы можете с этим разобраться. Вам не нужно бояться, но вам нужно молиться. Да? Если боитесь там за детей, за партнеров, за родителей, перейдите на молитвы. В молитвах просите для них защиты, благости просите, чтобы беда отошла. Да? Лучше молитесь. У вас сильный голос, громкий голос, его небеса слышат. Но это не про звук, это именно про чистоту вашего голоса. И бояться — это себя парализовать, а молиться — это помогать своим близким. Молитва уберет этот страх. Да? Либо будешь молиться, ничего плохого не случится. А со страхами нужно бороться. Вам вообще нельзя бояться. Нельзя, потому что страхи ваши приводят вас к какому-то параличу. Да? Вот как парализован человек, пошевелиться не может. Вы как будто бы застываете в таком состоянии.
Был у вас до этого какой-то страх, но вы его победили. А теперь новый начинает подселяться страх. За кого-то из близких начинаете бояться. Это плохо. Так нельзя себя вести. Вы терять начинаете, сильно терять начинаете. Лучше молиться. Молиться за здравие, за благость, за будущее, за счастье, за радость, за любовь. Да? Молитесь за это. Но не бойтесь. Бояться вам нельзя. И со страхами вам нужно бороться. Дальше показывают неблагородного человека, который, как змея, да, которую пригрели на груди. Вы этому человеку очень много помогали, помогаете, еще планируете помогать. А этот человек, просто грязный, неблагодарный, не буду говорить плохие слова, в общем, там самые ужасные слова в сторону этого человека. Помогать надо с умом, помогать надо, но не всем. И вот говорят, что вы взрастили эту змею у себя на груди. Взрастили, выкормили. Змея стала большой, толстой, силы набралась, яда накопила. Может укусить, и укусить в любой момент. Вам не нужно прекращать общаться с людьми. Вам нужно просто прекращать себя тратить на других людей. И свои ресурсы тоже прекращайте тратить на других людей, особенно на таких вот неблагодарных. Я вижу, что этот человек, если и говорил вам слова благодарности, но это было прям несколько раз всего лишь. И как будто бы вот прям сквозь зубы, да, сквозь зубы. Человек вашу помощь принимал не как помощь, а как подачку. Вот. Это же, представляете, насколько испорченный человек, насколько там протухшие мозги, что помощь воспринимают как подачку. А с чего вы вообще должны кому-то что-то давать, да? Вообще это как от сердца, от ума идет. А вот человек настолько себя уже накрутил против вас, что вот подачки, она меня унижает подачками, да, либо он меня унижает подачками. Вот, и прям клыки уже точат, чтобы вас укусить. Прекращайте эту свою деятельность и выстраивайте границы и рамки. Это прям очень необходимо. Очень, потому что человек очень нагло ведет, как хозяин, либо как хозяйка себя. Как будто бы это ваш хозяин, либо ваша хозяйка. Человек, которого вы выкормили своими руками. Нужны рамки. Да, человеку это не понравится, но, по крайней мере, вот спесь собьете. А то, что вы прекратите помогать, как подачки не будете давать, да, а для человека тут уже не поспоришь. Да, вот кого-то, может, другого начнет искать. Вот как-то сильно вы помогаете, и вот не тем, да, не тому помогаете, не той помогаете. И это может против вас обернуться. Дальше. Кому-то постоянно снятся очень странные сны. Вам какую-то информацию хотят донести, а вы ее игнорируете. Сны снятся. Сны. Эти сны, они вас о какой-то опасности хотят предупредить. Опасность, и эта опасность, она реальная. Вы либо к ней идете, к этой опасности, либо придется столкнуться, либо это где-то рядом в тишине прячется, да, вот за спиной. И вас пытаются предупредить. Да, через сон пытаются предупредить. Похожие сны, либо символика похожая, либо значение похожее, либо ощущения во сне похожие. А кому-то из вас вот недавно четко было показано, как действовать. Вот во сне прям было показано, что нужно делать. Но вы почему-то вот думаете, что сон плохой, да, лучше о нем не думать. На самом деле этот сон прям прямая подсказка, что нужно делать, что нужно предпринимать, чтобы себе помочь, либо себя защитить, себя спасти. Вот. Вы знаете, каких усилий стоит вашим родным душам ваши сны заказывать, да, либо создавать ваши сны. Это же не так все просто, как вы думаете. Это же прям очень сильно нужно стараться. Пожалейте их. Давайте поскорее понимайте, либо разбирайтесь в том, что вам приснилось. Тем более сейчас так много всяких сонников,
доступ к информации есть. Это вот раньше люди там за 3 села шли, чтобы обратиться к человеку, ведающему, да, который в снах разбирается. А вам сейчас намного проще все будет даваться. Вот, в интернет зашли, тык-тык, и все, и информацию получили. Причем расширенную информацию. Эти искусственные интеллекты же есть, да, они же во всех этих сониках там в моменте, да, поковырялись, и вам уже прям конкретно, как хочешь, да, трактуй. Но вот сны свои нельзя игнорировать. Ваши сны, ваши друзья, ваши помощники. Это некое поле, да, к которому вы подключаетесь. И через сны вы получаете очень мощную информацию. Важную, нужную, предупреждающую, подсказывающую. Это прям очень сильно. Дальше показывают про мужчину на крысе катается. Крыса. Ну, либо у мужчины такие крысиные мысли, может, он и к вам катается, и кому-то другому катается. И также, возможно, мужчина-вор, да, крысятничать. Может, он не только вор, но он еще может там кляузы на вас писать, либо жалобы составлять. А мужчина с широкой такой улыбкой, говорит много и красиво, улыбается постоянно, но на крысе катается. На крысе. Вам кто-то говорил про этого мужчину, либо какая-то информация доходила, а вы почему-то отмахнулись, подумали, что люди врут. Нет, не врут, правду говорят. Вам прям сразу информация мне идет, поступила, а вы проигнорировали, либо закрылись. Ну, крыса, ничего хорошего не жди. Сам по себе человек, может быть, когда-то был нормальный, но то, что на крысе катается, это уже очень плохо. Да, мысли плохие, намерения плохие. Даже если вы там давно общаетесь, дружите, понимаете, люди могут меняться и не всегда в лучшую сторону. Вот сейчас на крысе катается и едет в вашу сторону, катается в вашу сторону и обратно. Вот, что-то, возможно, дурное задумал. Вы там поаккуратнее будьте. Дальше. Какая-то ценная вещь. Ценная вещь. Берегите свою ценную вещь. У вас есть какая-то любимая ценная вещь, вам нужно беречь. Ну, допустим, может быть, и там от родителей вам цепочка с крестиком досталась, да, либо какое-то кольцо дорогое, либо сережки какие-то дорогие. Может, там подарил вам кто-то, либо вы сами себе купили. Надо беречь, потому что чужие глаза смотрят, либо чужие глаза это возжелали, либо чужой червивый глаз посмотрел. То есть может там и сломаться, и украсть могут, и похитить, да, вот как-то так показали. Надо беречь. И если рядом пьющий человек, то может и пропить вашу ценную вещь. Лучше перепрятать, либо, ну не знаю, на себе носить. Надо беречь, да, иначе больше не увидите, да, и концов не найдете. И еще показывают, что у вас есть некая способность деньги привлекать, некая способность зарабатывать, придумывать, работать, да, профессионализм, некая способность по привлечению денег, но вы этой способностью совершенно не пользуетесь. Дальше показаны волны, это ваше волнение, и вам духи рода говорят, что вы зря волнуетесь, да? Что флаг все равно будет развиваться, и вы установите этот флаг. Флаг — это как победа, достижение, результат. Случится так, как задумано, либо случится наилучшим образом. А вот эти волны, они вам ни к чему. Почему-то у вас есть взаимосвязь между вашими волнениями, переживаниями и вашим иммунитетом. Чем больше волнуетесь, тем ниже иммунитет. Это как-то вот у вас связано. Прекратите волноваться, уберите эти волны. Вот он флаг, и вам до этого флага уже совсем чуть-чуть осталось. Все случится, все получится. В самом венце показывают, что вы долги соберете. Вам очень много должны. Люди должны. Да, где-то вы недополучили, судьба задолжала. То есть вы долги все соберете. И когда вы этот скарб соберете, вы из этого всего какие-то стены построите.
стены. Может быть, в прямом смысле слова вы что-то будете строить. А может быть, это будет ваша опора и ваша защита. Долги. Собрать долги. Тут даже не просто собирать, а долги сами будут приходить. Те, кто должен, вам вернут. И не только люди, но и сама судьба. Вот как задолженность, да, есть у неких людей, у судьбы перед вами. Все, что ваше, к вам вернется. Все, что было отдано, вернется. Все, что было недополучено, вы получите. И это прям такой главный момент, когда вы поймете, что судьба у вас хорошая. Да, вот все ваше к вам вернется. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.